В Абхазии вроде как появился цемент собственного производства. Но на самом деле это не так. В Абхазии цемент не производят. Его только молят и фасуют. Сырье для этого привозят из Турции. Это клинкер и гипс. Клинкер – это продукт промежуточного производства, получается путем обжига известняка и глины. Вот его молят вместе с гипсом, и получается цемент. Часто более дешевые сорта цемента содержат в себе еще и химические примеси. В этом цементе, как утверждают производители, ничего химического не содержится, и поэтому он по качеству выше. Как рассказывает директор завода Альберт Пертаев, все турецкие марки цемента содержат дополнительные компоненты. Кто-то добавляет доломит, кто-то угольную пыль, и затем до нужной консистенции цементную смесь доводят химическими добавками. Это, по его словам, снижает себестоимость цемента и позволяет больше заработать на его производстве. Но они так не поступают, так как, во-первых, нет технических условий, а во-вторых, престиж и репутация для Апснет-Цемент-Групп дороже. Для нас очень важно наш внутренний рынок, наши потребители, чтобы они были довольны и чтобы они увидели качество на самом деле цемента хорошего. Она у нас сульфатостойкая, можно его смело заливать даже и берегозащиты и пользоваться везде. По словам Альберта Пертая, многие строители не могут по достоинству оценить качество местного цемента, так как привыкли работать с турецким, неприхотливым в работе, но менее экономичным и экологичным. Просто есть некоторые моменты такие бывают, когда люди, привыкшие к турецкому цементу, турецкий цемент прощает все ошибки, так как она с химией идет. Она у нас активная, наша продукция получается, она очень активная. Бывает, люди некоторые с дозировкой не рассчитывают. То есть, если грубо говоря, я сейчас по технологии не буду говорить, просто вот для простого народа. Если человек делает турецкий цемент 1 к 2, то наш может 1 к 4 смело делать. И этим экономит цемент заодно. Производство своего сырья для цемента, по словам Пертая, в Абхазии возможно. Все необходимые природные ресурсы есть. Однако нужно строить большой завод, об экологичности которого говорить трудно. Но если бы он был, то стоимость материалов была бы намного ниже. Но это огромный проект, чтобы она добывалась, чтобы вы понимали. Это не так легко тоже и просто. А так, конечно, намного дешевле было бы. И для внутреннего рынка, для людей она намного проще стала бы и дешевле было бы для них. Как рассказывает директор завода, качество сырья, ввозимого для производства цемента, они не проверяют, а лишь требуют сертификат у производителя. Но полученный на своем заводе цемент проверяют в лаборатории в Сочи. Тем не менее, инспекторам госстандарта не удалось удостовериться в этом, так как все эти документы, по словам Альберта Пертая, находятся в делопроизводстве администрации Чимчирского района. Сегодня вся техническая документация, в том числе стандарты, технологические инструкции, протоколы лабораторных исследований о качестве как выпускаемой продукции, так и сырья материалов. Я так понял, что у вас сейчас в данный момент на руках нет, они находятся в администрации района, да, с целью получения лицензий и других и открытия Как рассказал руководитель производства, завод старается вывести свой продукт на внешний рынок. Именно поэтому все документы отправили на оформление лицензии, позволяющей экспортировать абхазский цемент. Но инспекторы госстандарта отметили, что на упаковке цемента указана неверная информация. По правилам на мешках должно быть полное техническое описание продукта, то есть информация, необходимая строителям при выборе материалов для работы. Есть, значит, отдельные моменты в маркировке продукции, в котором должны быть указаны наименование нормативного документа, указание марки цемента, скажем, вместо М500 там 42,5. То есть это говорит о том, что пока они как бы начинали, но из-за отсутствия нормативного документа ГОСТа не было информации у них. И, ну, я думаю, что руководство примет это и будет исправлять следующую партию, чтобы делали упаковку, маркировку в соответствии требованиям ГОСТа. Этот завод в селе Пакуаш чуть ли не единственное место, где местные жители могут найти работу. Работник завода Зураб Гинзя, узнав, что приехали журналисты, попросил дать ему слово, чтобы выразить благодарность за возможность трудоустройства и достойную зарплату. Генеральный директор
ишнеева яха-яханчида чытбара згуйто заводу покаша хахзала и то пояходи дузаны. Несмотря на несомненные плюсы, а именно собственное абхазское производство и отсюда налоговое отчисление в бюджет, а также рабочие места для жителей села, специалисты надзорного органа нашли недочеты в работе. Во-первых, визуально большой выброс цементной пыли, а во-вторых, небезопасная конструкция помещения для хранения сырья. Инспекторы госстандарта потребовали исправить все эти недоработки. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ.